моей родословной, я могу сказать, из наших рода Таиповых, потомков Таипа и Гази Магомеда, около 10 человек перевалили. 90-летний, 100-летний рубеж. Столько проживали. Может быть, какие-то генетические какие-то были, может быть. Это все-таки передавалось по наследству. Но все-таки это образ жизни был, наверное. Режим жизни. Вот как себя вот этот человек установил порядок и движение, и питание, и работы, и отдыха. Вот, наверное, так это, из этого складывалось. Все-таки условия жизни в горах суровые. Люди, которые жили в горах, они были подтянутые, жилистые, бегали вверх-вниз. Они, мои ровесники, даже старше меня, которые люди, они и сейчас там шустро бегают, летом косят траву, там привязывают себя там, к дереву по таком склоне и косят траву, и чувствуют себя превосходно. И там воздух чистый, и продукты натуральные. Я не знаю, сколько мне удастся прожить, но я живу ради своих внуков, которых у меня уже 14, и ради своих детей, чтобы не омрачать их жизнь. Не так вот считаю смыслом своей жизни. Я живу для того, чтобы они радовались. И помочь им и советом, и делом, как я могу из своего опыта и знаний. Вот ради этого живу. У меня никаких таких особых секретов нету, но я, например, это не курю. Это, считаю, главная беда курения. Ну, веду активный образ жизни, насколько я, конечно, не бегаю по улице там, или не занимаюсь, но в меру своих возможностей нагружаю себя и физически. Вот у меня небольшой огородик, там садик, мастерская сзади. Там физически работаю, надоест физически, прихожу сюда, сажусь за компьютер. И так круглосуточно у меня смена видов деятельности, и стараюсь так питаться умеренно, насколько это возможно, умеренно питаться, не переедать. Думаю, что и ваше поколение, и следующее поколение имеет шанс долго прожить. И это главное, чтобы вы соблюдали меру, и все будет хорошо.